Руслан Стародубов известен многим жителям Якутии как участник ролевого движения. В Якутске и в Нерюнгри парни и девушки, махавшие деревянными мечами, сейчас с удивлением видят своего соратника по телевизору в репортажах о боях на Украине. Известный в русском имперском движении и среди добровольцев Донбасса под позывным «Пастор», Рус, как его знают якутяне, сейчас лечится в Петербурге от полученного ранения в бою под Старобешево в конце 2014 года. Говорит, что от смерти спасло чудо – российский паспорт и православные иконы. Короче, там прострелила паспорт, прострелила иконы. Там не одна как бы икона, там икона Николая Страстотерпца была. Была икона этой Девы Пресвятой Богородицы и Блаженного Рустика. Вот, короче говоря, вот. Вот так, дырочка. Ага. Вот так. Когда Руслан уехал из Якутии, то с удивлением обнаружил, что годность к службе категории А опустилась до В. Устроился работать охранником в метрополитен. Прихожу с работы. Я просто пришел с работы и как бы включил «Россия-24». Показывают события в Одессе. Угу. Ну, знаешь, Коля, я тебе... Да. Меня настолько это взяло просто за... Я не знаю, за сердце, вывернуло меня, понимаешь? Я говорю, 21 век. Как вообще такое может быть? Как может быть такое? Люди смотрят, как там наверху насилуют и убивают женщину, она кричит, понимаешь, во весь голос. И они сидят и смеются внизу, там, они просто ржут, разливают этот коктейль Молотова и ржут. Вот это вообще нормально, вот. Это выродки, понимаешь, это выродки, просто выродки, 21 век. А то, что сейчас там происходит, я говорю, когда мне говорят, вот что ты там делаешь, какого черта ты туда полез? Ребята, вот никто не задумывается о том, что вот это говно, извини за выражение, которое вот там, да, оно все может оказаться вот здесь. Да. И сейчас Донбасс все это говно вытягивает на себя, как пластырь, понимаешь? На огромный тире положили пластырь, и этот пластырь все это дерьмо вытягивает. Понимаешь, Донбасс сейчас это пластырь, этому Донбассу сейчас помогать надо всеми руками, ногами, там, не знаю, всем чем угодно. Укропы, они вообще поступают не то, что там нечестно, они поступают подло. Они забирают полностью всех, кто вообще хоть какое-то отношение имеет к будучи родственниками, там, не знаю, знакомые, там, друзья, братья, сватья, понимаешь, они гребут все, что связано вот с этими, с ополченцами. Если хоть кто-то, хоть что-то узнает о родственниках, о том, что ты родственник ополченца, все, хана, ты загремишь в фильтрационный лагерь. Но и это даже не самое страшное. Они обменивают этих отфильтрованных, грубо говоря, да, они их обменивают на боевиков на своих. Служба безпеки України вже давно рапортує про те, що вона працює з полоненими громадянами Російської Федерації, які воюють на... Украинские СМИ часто говорят о так называемых русских наемниках, воюющих за деньги на территории Украины. С точки зрения добровольцев это притянуто за уши. Доброволец мог бы получать гораздо больше, просто работая в России. Я получаю ровно столько же, сколько получают все остальные ополченцы. То есть я туда поехал не за деньгами. Я туда поехал не из-за денег. И 90% личного состава, который там находится, они как бы поехали туда не из-за денег, да? А 10%, которые туда поехали, которые вот я как бы не включаю в эти 90, это лица, скажем так, командированные. Тащите, потому что на самом деле в Донецке огромное количество складов. Но это не химвооружение, это просто химические реагенты, которые использовались, например, для очистки воды, да, хлор там, например. При работе с обогащаемым углем некоторые химические реагенты использовались. И вот эти вещи, как бы, они подрываются, и чтобы защищать население от подобных угроз, нужны специалисты. В самом Донецке таких специалистов нету. No. Это что, наемничество, по-вашему? Так, спокойно. Есть конкретное уголовное определение наемника, уголовная статья. Если ее открыть, посмотреть, там несколько четких указаний на то, что он едет туда именно за деньгами,
Он исполняет, он становится в штат подразделения, получая большую сумму, чем весь остальной личный состав, как бы, да, вот за то, что он именно наемник. Мгм. Там четко указано, то есть там можно открыть, просто посмотреть, никаких проблем нету. То есть наемников как таковых нет. Ты меня извини, если я здесь находясь, да, я тут не меньше 40 тысяч зарабатывал. Мгм. Зачем мне туда ехать за 20 тысяч? Извини. Вообще, ну, нормально, нет? Добровольцы едут в Донецк со всей России, однако, по мнению Руслана, сейчас на Украине решаются проблемы совсем другого порядка. Там на самом деле, я тебе скажу, Коля, отовсюду люди. Отовсюду абсолютно. Начиная с Дальнего Востока, с самого Владивостока, там, с Камчатки люди приезжают, понимаешь? Заканчивая тем, что с Подмосковья, я не знаю, с Ростова, отовсюду, понимаешь, Вот. с юга. Тут ходит такое мнение, что это как бы типа, что славянский как бы замес такой, и нам туда лучше не лезть. Вот как вот с этим вот мнением? Ну, я тебе скажу так, на самом деле и Москва, и Киев добиваются своих целей, по большому счету. По крайней мере, я так это вижу. Мгм. Москва что делает? Есть люди, которые готовы за себя ответить, да, которые готовы постоять за национальную идею. Я не помню, как-то их там называют, на П. Я не помню это понятие, просто определение такое есть, четкое и конкретное. Люди, которые готовы постоять за государство. По типу Стрелкова. Понимаешь? И вот эти люди, они туда вытягиваются и уничтожаются целенаправленно. Мгм. То есть почему длится этот конфликт? Мгм. То есть как я это вижу. Я не говорю, что оно так и есть на самом деле, но я делаю такие выводы, что этот конфликт нужен для того, чтобы уничтожить вот этот личный состав, часть населения, которая может ответить, которая может подняться, которая готова к революционным действиям, да, как они считают к революционным действиям. Мне эта революция нафиг не нужна. Мне не нужны великие потрясения, мне нужна великая Россия. Мгм. Понимаешь? Однажды давным-давно это сказал Столыпин. Мгм. Очень мудрый человек. Мгм. Вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия. Мгм. И оно так и есть. Мне нужна великая Россия. Идите в задницу со своими войнами. Я не хочу ни с кем воевать. Я не хочу ни с кем воевать. Но если без войны невозможно, ну нате, держите. Мгм. Понимаешь? Видите, большого делают. Танголом, блин, затискал, не Добровольцы из Якутии на стороне ДНР есть. Однако в общей массе они не так заметны, как, например, выходцы из Кавказа. Руслан считает, что это в некоторой степени хорошо, так как не дает лишних поводов для нагнетания национальной истерики. Заняты они в основном обучением. И есть, но их на самом деле как бы, ну, в общей массе их очень мало. Мгм. Как бы и в большой степени я скажу, что это даже, ну, в некотором роде хорошо, потому что, знаешь, там пальцами, грубо говоря, не тычут там в Якутию, славьте Господи, что там вот вы там якуты такие, всякие, там, приехали тут. Потому что, ну, как бы чеченцев, да, тех же, например, людей из Дагестана, чеченцев, их приехало очень много, и там местные жители говорят, ну, вообще, короче, скоро новый Кавказ будет. А. Ну что-то типа Вот. там татаро-монгольская ига, там что-нибудь такое. Да. Чтобы вот подобных как бы вопросов не возникало. Но на самом деле ребята работают. Насколько я знаю, то есть информация доходит о том, что якутские добровольцы как бы присутствуют и они оказывают, в основном ребята работают с мастерами, большая часть. По заявлению Руслана, техники из России на Украине нет, а та, что есть, захвачена благодаря мужеству русских воинов, одним из столпов которого православная вера. Единственное, что они в свое время захватили, это я тебе докладываю, той самой свирской бригады того самого Костромского 331-го полка 3 боевых машины десанта. Мгм. 3 БМД, которые просто тупо заблудились. С Ростовской Потому что у области них такой. командир взвода был пьяный в дрова просто, и они поехали, они ездили, патрулировали вдоль границы, как бы, да, и убрели на непонятную территорию, потому что, ну, тут вопросов не было. Просто командир взвода пьяный в дрова, в результате вот тебе как бы заехали люди добрые. А ничего, такой вот помощи технической На нет. самом деле, это та техника, которая, ну, вот постоянно идут разговоры про поставки техники из Да-да-да. России. Я тебе скажу следующее, братка.
Вот посмотри на моей страничке ВКонтакте итоги боя под Старобельшево. Мгм. Мы потеряли, из моего подразделения потеряно 2 человека раненых. Мгм. Я и некомбатант Киршин, Анны Ньюс. Кто? Он не журналист Анны Ньюс Игорь Надыршин. Ага. Он не комбатант, он оружие в руки не брал, он ходил с фотокамерой, понимаешь? Так вот, потеряли мы 2 человек, а взяли мы у укропов 5 танков, 2 БМП, 2 БМП сожгли, еще одну БМП подожгли, но оно подожженное уехало, Мгм. понимаешь? БМП и 2 БМП сожгли. Ну вот как вот получается, люди задаются Ну вопросом, как, как? понимаешь? Однажды давным-давно Бисмарк сказал, что воевать с Россией нельзя. Знаешь, что он сказал? Он сказал, чтобы победить Россию, надо взять часть русских, внушить им, что они не русские, вооружить их, и вот их руками мы сможем победить Россию. Но по факту, на данный конкретный момент, порченные русские, как я их называю, понимаешь, порченные Западом русские, они воюют на порядок хуже. По той простой причине, что русский солдат силен духом, внутренним своим духом. Да, вот это именно про мораль я хотел спросить, как настроение там. Вот, именно. Ну, я тебе скажу, что очень подпитку дает православие. Так, повтори, пожалуйста, тут задержка была. Очень мощную подпитку для, как бы, для морально-боевого духа дает православие. То есть православная вера очень сильно подпитывает, очень сильно поддерживает. Стать добровольцем по заявлению пастора не так уж сложно, было бы желание, однако нужно быть осторожным. Украинцы наладили бизнес по сдаче неосторожных СБУ. Ну, огромный привет отряду милиции особого назначения, якутскому, ОМОНу. Огромное спасибо за то, что не забывают, вспоминают периодически. У меня все нормально. Всем, кто меня знает, моим родным и близким, моим дочерям и сыновьям, огромный привет. Моей ученице обязательно привет. Ха, я очень люблю тебя. Соответственно, что могу пожелать, как бы, да, могу пожелать, оставайтесь равнодушными, пожалуйста. Это единственное, что я могу пожелать. Не надо ехать в Донецк, да, там, не надо, как мне говорят, там, если я поеду туда и погибну, то чего из этого будет хорошего? Никто тебя не заставляет ехать в Донецк. Просто не будь равнодушен. Не молчи. Как можно об этом молчать? 21 век, концлагеря созданы в Украине. Выкопано 270 тысяч могил для жителей Донецка. Как можно об этом молчать? Как можно быть равнодушным? Мебель для любимых. Сеть мебель-салонов «Виктория».